В республике сегодня видим, какая ситуация, где взрывы происходят, где что происходит и как оперативно реагируют наши представители МЧС. Ну, на одном МЧС это не может быть, поэтому мы и должны это все делать. При получении по первому сигналу сбор, сейчас на данный момент на место направлено два экипажа, один экипаж ППС, один экипаж ДПС. Организовано оцепление места происшествия. Службы охраны общественного порядка и личный состав полностью приведены в полную готовность. И при необходимости организует комендантскую службу и охрану общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации. В данный момент два экипажа находятся на месте чрезвычайной ситуации, организовано оцепление места чрезвычайной ситуации. Служба охраны общественного порядка ППС 4 человека, служба ДПС 2 человека. При необходимости возможна организация взаимодействия с МВД Республики Дагестан для выполнения поставленных задач. Можно запросить дополнительные силы и средства через Республику Дагестан, МВД Республики Дагестан. Доклад окончен. Личного состава сколько населенных пунктов в Хунзарском районе? 49. При таких массовых разрушениях личного состава, как вы думаете, по хотя бы одному экипажу или по несколько без взаимодействия не хватит? Не хватит. А с кем вы по своим планам взаимодействия, какие привлекаете? По заму взаимодействия ЧОЧС мы привлекаем близлежащие территориальные органы, все это Гергебельский, Ботковский, Губетовский, Шамильский район. А если и у них какие-то события произошли? Уже дополнительно мы уже выходим на министерство, центральный аппарат и с ними согласовывая определяем силы и средства. Скажите, пожалуйста, а сколько у вас автомобилей с громкоговорящими устройствами? У нас с громкоговорящим устройством автомобилей 4 автомобиля. Есть договор с администрацией, что при чрезвычайных ситуациях их можно использовать для информирования оповещения населения? Конечно, есть. Есть, все 4 можно привлечь. Все 4 можно. 3 машины можно использовать, одна уже как бы резервным. Сколько экипажей ГИБДД у вас? Экипаж ГИБДД, один экипаж имеется. Один экипаж. Да. То есть для регулировки дорожного движения в зоне чрезвычайной ситуации, ограничения доступа частных автомобилей и так далее, для обеспечения прерогативы спецмашин вы используете тоже в том числе и ППС, да? Патрульно-постовую службу тоже, да. Спасибо, вопросов нет. 160 человек, из них 110 в ЦРБ, 35 в Харахинском участке и 15 в Кацатлинском. При необходимости можно расширить коечную мощность до 200 человек в зависимости от места возникновения очага землетрясения или очага чрезвычайной ситуации. Значит, в настоящее время ЦРБ имеется готовность к выполнению своих задач. 12 врачебных бригад, которые могут выехать в очаг и работать в очаге. Значит, в врачебные бригады входят еще медицинские сестры или фельдшера. Значит, и 2 транспортных средства, которые, значит, предназначены для доставки этих врачей. Значит, имеется еще 8 врачебных сестринских бригад, которые работают в системе скорой медицинской помощи. Полностью они укомплектованы. Значит, имеются 8 врачей, 8 фельдшеров и 8 водителей, и все машины исправны. Из них 5 экипажей находятся у нас в ЦРБ, 2 в Харахинском участке и 1 в Кацатлинском участке. Кроме того, у нас имеются почти во всех населенных пунктах фельдшерско-акушерские пункты, которые укомплектованы. Значит, имеются фельдшера, имеются санитарки, которые, значит, тоже могут работать в очаге до прибытия врачебного персонала вот, в каждом населенном пункте. Оказание помощи всеми врачебными бригадами мы в состоянии оказывать помощь 1100 пострадавшим. Из них эвакуировать мы можем своим транспортом 32 человека лежачими и 128 сидя. Эти вопросы заявки мы подаем транспортным организациям района, которые должны, как говорится, определить нам необходимое количество транспортных средств.
Значит, фельдшерские бригады, которые у нас имеются 40, это населенных, в каждом населенном пункте, до организации врачебной помощи они успевают организовать, как говорится, неотложную медицинскую помощь. А врачебные, значит, прибывшими бригадами на месте и в ходе транспортировки, значит, санитарным транспортом. В настоящее время больница готова к обеспечению медицинских мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Доклад окончен. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы назвали цифру, весь имеющийся врачебно-сестринский персонал может единовременно оказать квалифицированную первую помощь 1100 пострадавшим, правильно я понял? Нет, первую врачебную помощь. Первая врачебная помощь. Первая врачебная помощь. Включается. Одна бригада, нет, это оказание, значит, первой врачебной помощи, но там определенные есть перечень, это не операции, которые проводятся, как говорится, в стационаре, значит, то есть останавливают кровотечение, решают вопросы жизненно необходимых органов и систем и доставляют, значит, лечебное учреждение для дальнейшего, значит, лечения. То есть транспортная иммобилизация, обезболивание, вывод из шока, вот эти вопросы врачебной При введении бригады. режима повышенной готовности, когда вы весь персонал уже призываете на работу, Да. одновременно можно оказать такую помощь 1100 пострадавшим. Там есть понятие такое. Сроки оказания первой врачебной помощи рассчитываются в течение 6 часов. Значит, одна бригада рассчитана на 25 человек. В течение 6 часов эта бригада в состоянии оказывать первую врачебную помощь на любом участке, где им определяется. А вот вы сказали, ФАПов всего почти во всех есть, 49 населенных пунктах. Я имею в виду, знаете, про что я хочу сказать? Мы говорим о том, что вот масштабное землетрясение и так далее, вот все первое будет зависеть от вас. Люди будут идти и в ФАПы, и в больницы, и так далее, и так далее. Естественно, вы будете сорбировать там тяжелых, доставлять сюда, санавиации уточнять. Но такие моменты, как перевязка, как там измерение там какого-то давления, наложение жгута, как вы сказали, кровоостанавливающих. Вот это во всех ФАПах можно организовать. Значит, после введения режима и работы. во всех ФАПах у нас имеется необходимое имущество над расчетом на 20 человек. У нас их 40, значит 40 на 80, где-то 800 человек мы можем оказывать помощь. Ну, одновременно. Одновременно, да. Да. Ну, то есть имеется в виду в течение 6 часов работы. Это как рекомендация, Асад Али Зайнудинович. Когда будет разработан до 1 ноября новый план, я думаю, всех членов КЧС надо его ознакомить до подписания, чтобы какие-то они свои данные здесь обобщили. И на заднем плане это будет первая фишка, я еще ни в одном муниципальном образовании не говорил, первая фишка района, лист ознакомления членов КЧС, если вы поставите, и при любой корректировке, чтобы каждый свои данные откорректировал, свои действия узнал и так далее. Рекомендую всем членам КЧС с вот этим планом действий при ЧС ознакомиться. Спасибо, довольно добротно. Ну, думаю, что МВД и Минздрав это одни из самых более подготовленных. Спасибо. После получения сигнала сбора в дорожном управлении были сформированы 3 бригады. За каждой бригадой закреплены участки. Бригада номер 1 Харахинская зона, бригада номер 2 Плато и бригада номер 3 Гацатлинская зона. За каждой бригадой закреплена техника. Количество 7 единиц. 2 бульдозера, 1 экскаватор, 1 погрузчик, 2 самосвала и автокран. Также в каждой бригаде у нас находится 11 человек и назначен ответственный за каждую бригаду. Также в дальних селах, таких как Очло, Уркачи, тоже на дежурстве 2 бульдозера в случае камнепада, обвала, чтобы скорая помощь могла быстро доехать, расчистить дорогу. Полностью готовы выехать к месту чрезвычайной ситуации для выполнения возложенных на нас задач. Доклад окончен. Персонал энергосистемы для выполнения мероприятий по энергоснабжению укомплектованы силами и средствами и нужными в данный момент находятся в зоне ЧВС. Там находятся 3 спецтехники, бур, вишка и кран
и бригадная машина. Персонал человек находится там, 2 оперативные выездные бригады и 1 ремонтная бригада. Если будут последствия побольше, мы имеем связь внутреннюю свою и можем в близлежащих районах тоже энергосистемами связаться и попросить помощь. Доклад окончен. Договоренность есть какая-нибудь с каким-то районом, который приводит? Не, у нас внутренняя связь бывает, связь, и там каждый диспетчер прямой доступ бывает по связям. Скажите, пожалуйста, а вот сколько у вас бригад, которые одновременно могут поднять на ликвидацию чрезвычайной ситуации в реальном режиме? Они выходят и они находят аварии и отключают, где вот аварийный объект отключают, и потом после этого идет ремонтная бригада. Раньше это бывало аварийный запас, но сейчас в данный момент у нас вот 2-3 года, сейчас как ОЗП программу сделали, мы вот в прошлом году поменяли 300 опор и 4 километра провода, и в этом году тоже меняется, ну, как я думаю, чем с другим районом, Хунзасский район по энергоснабжению более хорошо оборудован. А сам аварзапас есть здесь? Он даже наш родной запас, его аварзапас называют. Ну, аварзапас бывает, но небольшой бывает, там 3-4 опоры и бывает, ну, если когда это заканчивается, потом уже обратно снизу привозят. Да, заявку дается. Вот здесь тоже рекомендация, не знаю, это хозяйствующий субъект Россети, да, может быть и письмом, и таким проанализировать состояние электросетей, столбов, это как рекомендация вам, чтобы, конечно, понятно, что есть и Тляротинский район, и это самое, но мы думаем сейчас про Хунзасский вместе с прибывшими людьми. Указать там в письме, что вот такие-то, такие-то могут быть риски, налипания, электропровода могут повредиться, и поэтому мы просим в Хунзасском районе создать аварзапас и отправить нам для качественного прохождения осенне-зимнего периода столько-то столбов, столько-то электрических проводов. Вопрос в чем, Нурмагомед Гаджиевич? Вот случилась ситуация такая с налипанием, да, отключено электричество, сейчас скажем так. И вот одна ремонтная бригада выходит, пока те ремонтные бригады приедут, мы сутки сидим без света. Начинаются звонки вплоть в администрацию президента. Естественно, глава республики будет раздражен тем, что на месте это все не ликвидируется. И в докладе вы указываете, что в таком-то при заседании комиссии по чрезвычайной ситуации было принято такое решение обратиться в Россети, создать необходимые в целях быстрого, эффективного ликвидации вот этих аварий. Если оно здесь есть, если его начнут ввести с Махачкалы, это мы как минимум 4-5 часов теряем. Потом еще, когда бригады подъезжают. А если оно здесь на месте, мы начинаем быстро ликвидировать. То есть мы это предусмотрели, мы в Россети обратились. Россети или дали, или не дали. Тогда вы как бы весь негатив, который накапливается, переключаете на Россети. То есть вы как администрация побеспокоились, посмотрели, согласились какую-то помощь тоже оказать, может перевозки, может где-то. И одним словом вы помогаете филиалу Россетей, да? Да. И как бы себя прикрываете. Вот этот момент мы на различных заседаниях обозначаем. МКУ отдел АХО осуществляет мероприятия по обеспечению запаса продовольствия и промышленных товаров первой необходимости, обеспечивает питание, бельем и одеждой, личный состав сформирования для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Силы и средства службы приведены к готовности и включают в себя 2 передвижных пункта продовольственного снабжения в количестве 5 человек, 2 передвижных пункта пищевого снабжения в количестве 5 человек. Также приобретено продовольствие: мука 300 штук по 5 килограмм, сахар 300 штук по 5 килограмм, тушенки 300 банок, питьевая вода 300 штук по 5 литров. Доклад окончен. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в Хунзасском районе и филиал Центра гигиены и эпидемиологии Республики Дагестан в Хунзасском районе ведет контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием на территории Хунзасского района и в том числе и других 5 районов. Проводятся мероприятия по выявлению, ликвидации и профилактике очагов инфекционных заболеваний. Так, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Наша служба располагает одним автотранспортом, 5 работников территориального отдела и 9 работников Центра гигиены и эпидемиологии Республики Дагестан в Хунзарском районе. Доклад окончен. Проба воды и воздуха тоже можете брать в условиях ЧС. Обязательно водопроводная сеть, канализационная сеть, первоочередно мы берем на баланс. Ну, здесь с учетом того, что ковидные мероприятия проводили, наверное, вопросов нет. Единственное, есть такая информация, что рост ковидных больных идет в целом по Российской Федерации. Вы же в курсе, наверное? Он идет, да, но он не превышает порог. Порог пока не превышает, да. Ну, эти мероприятия, я же говорю, в Хунзарском районе наиболее рано и качественно их начали проводить, поэтому здесь как бы вопросов нет. У вас уже богатый опыт, вопросов нет. Спасибо. Решение номер 1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального района Хунзарского, 26 сентября, селение Хунзах, о вводе режима функционирования повышенной готовности в районе и проведении превентивных мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации. По информации из ЦУКа Главного управления МЧС России по Республике Дагестан и Дагестанского филиала ФГБУ геофизической службы РАН может произойти землетрясение в акватории Каспийского моря 100 км от селения Хунзах. Интенсивность в эпицентре составляет 8,5 баллов, магнитуда 6,3. Результаты землетрясения на территории Хунзарского района сильные разрушения получат жилые дома, здания, объекты экономики и административные здания учреждений и организаций. На коммунальных и энергетических сетях возникнут аварии. В жилых секторах возникнут очаги пожаров. И в некоторых населенных пунктах возможны оползные процессы и камнепады. Цель предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и снижения ущерба, обеспечения безопасности населения и скота, устойчивого функционирования объектов экономики на территории района, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности решила с 12 часов 11 минут 26.09.2023 года ввести режим функционирования повышенной готовности на территории Хунзарского района. Второе. Произвести оповещение населения руководителей предприятий и организаций района о возможном землетрясении. Третье. Уточнить и ввести план действий взаимодействия Хунзарского муниципального звена республиканской подсистемы СЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, части, касающиеся землетрясения и план эвакуации населения Хунзарского района при чрезвычайных ситуациях. Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечению пожарной безопасности муниципального района Хунзарского района Абдурзакова, Асадар Зандиновича, цель обеспечения непрерывного руководства и выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС. Развернуть оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации и привести в готовность к выезду оперативной группы при необходимости несколько групп. Организация взаимодействия с оперативным штабом ликвидации чрезвычайной ситуации Главного управления МЧС Республики России по Республике Дагестан и Министерства чрезвычайной ситуации Республики Дагестан. Комиссиями по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципальных районов Гергебельский, Гудимский, Ботлешский, Шамильский, Муцукульский, Махачкалинский, базовые поискательные спасательные службы, государственное казенное учреждение Республики Дагестан, Центр ГЕО и ЧС. Развернуть временный пресс-центр для обеспечения информации, средств массовой информации. Пятое. Руководитель органов управления, входящих в состав Хунзарского муниципального звена республиканской подсистемы СЧС, привести в готовность силы и средства постоянной готовности для выполнения задач по предназначению. Начальнику службы санитарной обработки обезвреживания Амир Алиева Хизри Белаловича привести готовность сет наблюдения лабораторного контроля района для работы в круглосуточном режиме. Председателю эвакуационной комиссии Гитинова Гамин Магомедовича для приема размещения эвакуированного населения подготовить к развертыванию стационарные пункты временного размещения. При необходимости развернуть полевые, палаточные, приемочные эвакуационные пункты силами МЧС Республики Дагестан и Главного управления МЧС России по Республике Дагестан по согласованию.
начальнику службы охраны общественного порядка Сайпулаеву Магомеду Газетовичу определить необходимые силы и средства для обеспечения охраны имущества эвакуируемого населения, поддержания общественного порядка в районах, проведения эвакуации и местах размещения эвакуируемого населения. Начальнику медицинской службы Абдулаеву Расулу Магомедовичу на базе Центральной районной больницы ЦРБ участковое лечебное учреждение подготовить для развертывания дополнительных 200 коек для приема пострадавшего населения, создать необходимый запас медикаментов на местах, держать в готовности все бригады скорой помощи. Начальнику противопожарной службы спасательной части номер 1 селения Кунзам Магомеду Шарабудову Назаду держать в готовности всех пожарных расчетов. Начальнику ООО ДЭП номер 39 Сагиду Магомеду Мухтаровичу инженерную и специальную технику для расчистки путей подъезда, подхода к территории, а также расчистки опорных образований. Руководитель муниципального казенного учреждения отдела административного хозяйственного и имущественного отдела Гусейну Шамилеву Гаджимурадович подготовить необходимые силы и средства для организации питания, обеспечения материальных ресурсов на оперативной группе аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад эвакуируемого населения. Остальным начальникам службы и руководителям объектов экономики быть в готовности при осложнении обстановки действовать по предназначению. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации Абдурзак Асадари Зайндиновича, председатель КЧС и пожарной безопасности Нурмагомед Максуд Гаджиевич Задиев. Какими силами и средствами мы готовимся к дождевым паводкам, допустим, прочистка ливневой канализации, прочистка... Это муниципальное автономное учреждение, спецавтохозяйство и обеспечение водой. Да, они занимаются этими вопросами. Две техники для мусора. Для вывоза мусора, грейдер, экскаватор. Во многих районах это больной вопрос. Мы должны в преддверии осени и весны расчищать вот эту ливневку и вот эти, как они называются, системы водоотведения, да, дренажные системы. Потому что при их нерасчистке вот это селевые потоки и так далее, они потом осложняют жизнь. На это обратить внимание, потому что у нас сезонные риски, это дождевые паводки, чтобы на своих заседаниях вы ставили задачи, в том числе и главам муниципалитетов, главам сел, чтобы вот эти дренажные системы, они все-таки были. Основной упор, коллеги, то, что я говорю, план действий по предупреждению до 1 ноября, месяца, я думаю, достаточно будет, до 1 ноября отработать, согласовать МЧС Дагестана, подписать, там еще есть карты, и паспорт территории тоже есть при необходимости. Он у нас, копия, кстати, его есть, если вы сюда вносите изменения, к нам тоже письменно отправить. И чтобы лист согласования, лист даже не ознакомления, а согласования со всеми членами КЧС, чтобы их паспорт, их план был, это будет как бы такой момент, рабочий план. Каждый свои предложения даст, развернет. И вот здесь я смотрел по ходу план действий. Силы ликвидации перечислены, а не детализировано. Сколько в ЦРБ силы средств, сколько это. Здесь полностью даже можно расписать, какие бригады, какие плюс с телефонами руководителей по взаимодействию. У меня, в принципе,